С Новым годом, друзья! Вот и наступил долгожданный Новый год, 2023 год. Программа «Просто вкусно» продолжает свою жизнь. Мы продолжаем работать, несмотря ни на что. С вами, как обычно, Петр Цепандин. Мы, как обычно, находимся в гастростудии ресторана «Мусхая». И к нам сегодня в гости пришел очень интересный человек. Прямо, да. Я не знаю, даже вот Олег перед эфиром говорил мне, как ты не можешь меня представить, да? Я не знаю, ну, экстремал, путешественник, блогер, автор книг, обладатель 12 мировых рекордов. Олег Рязанов. Приветствую, Олег. Да, привет, Петр. Да, и сразу говорю спасибо, что ты согласился быть гостем нашей передачи. И так как у нас такое кулинарное ток-шоу, мы его обзываем, да? С чем ты к нам сегодня пришел? Что ты будешь сегодня делать? Ну, смотри, я ж уникальный человек, да? Да. Необычный, уникальный, неподражаемый. это вообще Поэтому вот я сегодня сделаю то, чего еще никто вот не делал у меня, да? Так. То есть нечто. Я тут немножко проштудировал якутскую кухню у меня, да? Ага. И выяснил, ну что любят: мясо, рыбу, Абсолютно. да, и Абсолютно. различные там вкусности, Ага. да. Поэтому я сегодня соединю это все в одном. Причем с учетом того, да, сейчас же зима, там декабрь, на улице минус 50 градусов. Я сразу же представил, да, вот где-то тундра. Вот я вышел приготовить там обед. Ну и, соответственно, вот задача как-то это сделать быстро и вкусно. Поэтому сегодня вот я как раз попробую сделать вот какое-то, да, быстро и просто, и вкусно, и так далее. В общем, я сделаю что-то, я буду импровизировать, никогда ничего подобного не делал, но мы же, собственно, сейчас Новый год, и передача выйдет фактически 1 января. 1 января. Да, поэтому Сегодня как 1 раз января, будет будем говорить, замечательно, да, такое блюдо, которое можно будет вот как раз 1 января. Ну ты понял. Да, 1 января можно будет, собственно, скажем так, продолжить праздники перед 2 января. Практически получается праздничное блюдо. Да, праздничное, но опять же мы учитываем, что есть определенная специфика якутской кухни. Да? То есть, еще раз, якуты практически ничего не выбрасывают. Да. Второе, это всегда минимизация каких-то движений, да, потому что холодно. Ну, минус 50, ты такой варежки как бы снял, и тебе хочется обратно эти варежки уже запихнуть. Поэтому делаем минимум каких-то движений, да, но при этом стараемся делать максимально вкусно. Итак, блюдо я назвал уха-борщ по-якутски. Да? То есть это и уха, и борщ. Поэтому еще раз, никто до меня этого блюда не готовил. И возможно, да, поэтому мы начнем. Возьмем вот эту вот штуку, да, я уже заранее все подготовил. Ага. Тут берем говядину. Говядина, так. Да, вот мы ее ложим, пускай она там варится у нас. Сейчас я чуть-чуть добавлю. Я думаю, да, тепла чуть-чуть добавить, да? Сейчас я добавлю. Можешь добавить, да. Хорошо. Так, косточка тут вот. Все мы это. Уха-борщ. Уха-борщ, да. Так. Все. Вот она у нас пока будет сейчас вариться. Добавлю я. Уже добавлено. Отлично. Так, вот сковородочку. Да. На сковородочке мы будем делать следующую как бы часть. Самое интересное, что у нас с одного блюда будет и первое, и второе, и десерт. Да, поэтому вот я покажу. Я набрался скептицизма. Да, поэтому сразу же 3 блюда в одном. Все-таки у нас, давайте следовать правилам нашей передачи. Первая рубрика называется «Как я дошел до жизни такой». Как я дошел до жизни Расскажи, такой? пожалуйста, о себе. Откуда родились и прочее. Ну, родился я в Тюмени, да? Так. Ну, фактически я Там такой тоже холодно. врожденный сибиряк. Там тоже холодно. Там тоже холодно. Ну и, собственно, прожил я в Тюмени до 19 лет. И оттуда прямиком пошел в армию, собственно. Вот с этого и началась моя история. Вот. Ну и, собственно, после срочной службы я остался по контракту. Ну, времена были тяжелые, с работой было как бы туго. Ну и, собственно, стал я кадровым военным, командовал взводом. Ну, спустя 2 года, собственно, возвращаюсь я со службы домой, ну, как обычно. Вот, ложусь спать, а утром просыпаюсь обездвиженным.
Вот. Любое движение причиняет как бы боль, я теряю сознание. Ну и, собственно, супруга, тогда еще не было мобильных телефонов, нужно было там куда-то вот идти далеко-далеко, вызвала, в общем, скорую. Ну, в конечном итоге забрали меня в больницу. Я не помню диагноз, врачи тогда объяснили, что один из позвонков разрушился в пояснице, сместился и защемило нервное окончание. Ну вот, собственно, в таком виде я полгода по больницам и проездил. Сказали, ну, в принципе, мы все попробовали, единственное, что можем предложить, да, это сделать операцию на позвоночнике. И, собственно, попробовать заменить, да, поставить титановую скобу. И я тогда спросил, ну, то есть, а есть гарантии, ну, что мне это точно поможет? Ну, сказали, гарантии в принципе нет. Да, может поможет, может нет. Ну, 50 на 50. Тогда я задаю следующий вопрос, а может стать хуже? Может стать хуже. Да. Тебя вообще можешь как бы лечь. Естественно, при таком раскладе я отказываюсь, да, от операции. Ну и, собственно, вернулся я домой, супруга дома, молодая, ребенок у меня как раз первый родился на тот момент, сейчас у меня 6 детей, 2 внуков. Да. Человек красавчик. Демографическая политика. Да. Ну и, собственно, лежу на диване, смотрю в окошко, это Владивосток, частный дом, а там колодец у меня. А в советское время был такой прибор, сейчас, наверное, молодежь уже не помнит, называется радио. На стене висел. Да, телевизоры еще были не у всех. Проводное. А радио было, да, проводное радио такое. И там фактически каждый день звучала эта песня. Если хочешь быть здоров, закаляйся. Закаляйся, да. Если хочешь быть здоров. Ну, вот именно такая вот песенка, да. Я тоже Советский Союз. Отлично. Вот. И, соответственно, вот что-то оно как-то срослось, и начал я к колодцу, ну, скажем так, передвигаться. Назовем это так. Потому что сказать, что я туда ходил, ну, да, не всегда получалось. Поэтому иногда я шел, иногда полз, иногда там на корячках как-то перебирался. В общем, как-то так. Все это мы можем убрать. Потом она нам пригодится. Это уже готово почти, да? Да, это почти готово, мы потом добавим это все. Я же говорю, мы будем готовить. А я ее выключил. Все, плита у нас выключена. Вот, поэтому продолжаю историю. Ну и начал я ползать к колодцу и обливаться каждое утро. Вот. И где-то месяца через 1,5 я понимаю, что я уже не ползаю, что я уже каким-то вот таким вот осознанным движением туда хожу. То есть брал воду и... Да. И появилась мотивация, я тогда еще не знал ни про Порфирия Иванова, ни про кого не знал. Потом я ее изучал уже, естественно. Вот, а на тот момент я не знал этого еще ничего. Получилось это практически интуитивно, да? А скорее всего другого выбора у меня вообще уже не было. Ну то есть все, на меня все попробовали. Да, хоть надо было что-то делать. Но на самом деле я без денег, супруга без денег, ребенок грудной на руках. И вот в этой ситуации нужно было что-то делать. Эта мысль там «встань, солдат, и защити свою семью», вот она крутилась. Ну, поэтому надо было что-то делать. Ну и собственно вот через 1,5 месяца я понимаю, что есть результат. И появилась вот эта мотивация, я продолжил. Вот, и все, и потом время я уже перестал отслеживать. И однажды себя ловлю на мысли, да, причем ловлю в какой момент. Частный дом, а там надо было печка, да, печку надо топить. Вот, и иду я с бревном 60-килограммовым, который нужно потом принести, напилить, нарубить, и, собственно, вот они дрова. И ловлю себя в этот момент, что я просто вот иду на 60-килограммовым бревном для того, чтобы его напилить и нарубить. И в этот момент просто озаряет, а я здоров. Да, а я здоров, и, собственно, все. Такой же, как все. Да. Можешь что-то. Ну и, собственно, в этот момент, как любой русский человек, как меня отпустило, я все это бросил. Ну, с точки зрения там обливания, закаливания. Но я заметил очень интересный нюанс. Вот, поэтому года через 2, когда какие-то первые признаки болезни появились, я уже знал способ. Ну, то есть я просто снова начинал обливаться. Вот так оно и шло. Где-то 2 года обливаешься, 2 года не обливаешься. Ну и, собственно, до какого-то момента оно таким вот образом и шло. Регенерация идет какая-то. Ну, в общем, не болел. Вот я сейчас 28 лет вообще уже не болею ничем. Даже переломами не болею. Да? Вот, и есть такая забавная возможность у моего тела. А
А потом вообще это стало неожиданное возвращение в холод. Да? В 2008 году, если помнишь, был такой ипотечный кризис в Америке. Там такое. И оно нас настигло где-то в 2010-м Россию. И там весь финансовый сектор вот начинал как бы сыпаться. А мы работали с супругой как раз в страховой компании. И в общем мы попали под сокращение. Мы остались опять без денег. Вот. И в этой ситуации было непонятно. То есть мы попробовали на работу устроиться. Ну, в общем, побились. Жили мы на тот момент в Перми. В общем, не получилось. Ну и что делать? Собственно, слушай, а что теряем? Давай мы как просто вот все вот переворачиваем, все, что было вот до этого, вот нам не нужно. Да, и давай-ка мы сделаем нашу жизнь, сказку сделаем. А поэтому, а что хотим? Давай, а что такое для нас сказка? Хотим жить на море. Ну, в общем, на семейном совете решили, хотим жить на море. Да, у нас страна огромная, море везде. Да? Вот, поэтому что-то Северный Ледовитый океан, что-то как-то холодно. Тихий океан, ну там мы были, жили, ну, собственно, далеко. Вот, на юге моря жарко. Вот. И, собственно, методом дедукции осталось у нас Балтийское море, да, Калининградская область. Да. Опять же, срослось. Срослось, поэтому Калининград. Выбирали между двумя городами на побережье, Светлогорск и Зеленоградск. На Светлогорск на тот момент не хватало как бы денег, поэтому вот Зеленоградск, опять же, методом исключения появился. Но нисколько не сожалею, потому что в данный момент, ну и там и стоимость жилья уже выровнялась, и Зеленоградск превратили, правда, вот такой вот курорт. Фактически мало городов похожих на Зеленоградск по благоустройству, там, комфорту. Там каждый садик это вообще произведение искусства. В каждом садике есть отдельный парк тематический. Парк динозавров, там парк космоса. Да? Там есть какие-то такие какие-то учебные лаборатории, да? Где-то учат вождению, где-то еще. Вот в каждом садике есть. Да? Огромную школу построили, большую, с отдельным бассейном и так далее. Ну, в общем, такой вот идеальный город. Да? Сказка. Это сказка, да, вот в сказку мы и попали. Кстати, садик сказка назывался, в который вот младшие дети ходили. Да, поэтому да, в сказку и попали. Собственно, сейчас только об этом подумал. Вот, но Зеленоградск всем хорош, кроме одного, работы там нет. Особенно для человека с двумя высшими экономическими образованиями. Там нет предприятий, там нет ничего. Еще раз, курортный город. Там есть какие-то мини-гостевые дома, у меня есть какие-то кафешки и так далее. В общем, человеку моего уровня... Город живет, собственно, ради туризма, да, получается? Да. И в этой ситуации, в этом случае начинаешь анализировать, а до этого я там проработал как бизнес-аналитик 15 лет. Да? В этой ситуации начинаешь анализировать ресурсы. А что у тебя есть? Ага, вот это ты не можешь здесь применить, вот это не можешь. И тут всплывает холод. Прямо неожиданно. Да? Некая дикая идея, взять и заработать на холоде. Как? Вот оно и пришло, нужно ставить рекорды, да, ну то есть ставить какие-то, вот проводить какие-то большие красочные мероприятия и привлекать спонсоров, да, делать шоу. Собственно, я до сих пор делаю шоу, но с каждым разом оно становится все круче и круче, да, потому что ресурсы появляются, все появляется. Редкое призвание повелитель холода, это же не просто так. Кстати, имя не я себе дал, как раз СМИ дали. Причем я его взял не сразу же. СМИ где-то это дали вот в 2015 году, а я его взял в 2017. А потому что уже бренд появился, и я же понимаю, как маркетолог, что вот они деньги. Да, вот они деньги, их просто нужно их просто взять и монетизировать, да, вот имя. И я сейчас, собственно, это делаю. Нет, я не зарабатываю на путешествиях, я зарабатываю на тем, что я делюсь знаниями. Да? Они не связаны с холодом, они связаны именно с возможностью и способностью человека. У каждого они очень индивидуальны. Вот, и поэтому у меня много учеников, собственно, я провожу тренинги по всей стране. Ну, вот этим я и зарабатываю. Да? Вот, и, соответственно, чем больше там про меня узнают, тем дороже я стою. Да? То есть вот это вот имя «Повелитель холода», оно начинает приносить деньги. Тут у нас продолжает вариться говядина. Да? Сейчас мы добавляем сюда картошечку. Вот все, пускай она у нас здесь будет. Да, сковородка нам, наверное, больше не понадобится.
Вот. Ну и, собственно, По-моему, надо добавляем. добавить жара. Чуть-чуть добавить, да? Да, добавляем. Вот, сейчас удобно на самом деле, у меня, чтобы самому не резать, особенно в тундре в Якутии, да, в магазине купил и, собственно, готовую. Это уже борщ. Мы же помним, что у нас уха-борщ, да? То есть вот первая какая-то часть уха-борща, вот оно таким вот образом у нас проявляется. Сейчас немножко я тебя подшучу, да, смотри, ты человек с двумя высшими образованиями, экономическими, когда ты понял, что твой организм отличается от на самом деле он у меня не отличается. Нет. Это вопрос работы со своей. Отличается. Они же тоже, скажем так, не сразу начали отличаться. Да? Это тоже вопрос тренировки. Вообще нужно понимать, что до 45 я был обычным человеком. Да? Соответственно, ну, как все. Очень с классическим пониманием мира, что он из себя представляет. Если бы на тот момент подошел бы кто-то и начал бы говорить, что я сейчас рассказываю людям, я бы там отпинывался бы, отмахивался бы от этого человека, у меня сектант, да? Ну, то есть какой-то сектант, который что-то надо. Как минимум сумасшедший. Да, как минимум сумасшедший, да, даже если он это бы разумно бы говорил, но я бы не стал иметь дело. Но вот эта вот моя трансформация, она началась, да, мои рекорды усложнялись. Я с каждым разом ставил все более и более серьезную задачу, соответственно, усложнялись мои тренировки. Не только тренировки тела, но и, собственно, твоего ума, принятия некого... Да. Ну, некой другой концепции мира, что ли. Самое интересное, когда произошло вот это вот изменение, это был 17-й год, я тогда поставил себе задачу растопить своим телом емкость со льдом. Да? Вот 500 литров льда, ванна, 500 литров льда, вот задача была растопить своим телом. Это был 11-й мировой рекорд. Из 12? Из 12, да. Причем на тот момент я был на пике своей физической формы. Я много лет тренировался. У меня было множество различных техник в запасе, как инструментарий. Да? Дыхательные, мышечные, медитативные. Я много что изучал, особенно с точки зрения холода. Да? Я там изучал дыхание Вима Хофа. Естественно, я изучал детку Порфирия Иванова. Я изучал практики Тумо. Это такие монахи, которые там на Тибете топят своим телом снег. Да? Вообще вот эта вот идея растопить лед, это вот оттуда, Тумом проявить. Причем я там объединил много, опять же, несколько шоу в одно. Да? То есть монахи там сушат на себе простыни, но у них такой ритуал посвящения. А Вим Хоф, он известен там тем, что установил там рекорд, находясь во льду. Да? Поэтому я сделал это одновременно, что нижней частью тела я буду топить лед, а верхней частью буду сушить тряпки. Оно вот так вот и выглядело. Да? Да, то есть я соединил у меня два шоу в один элемент. Но никто до меня этого не делал, никто не топил лед. Да, находились во льду достаточно длительное время. Моржи тоже не могут находиться во льду такое длительное время. Вот, то есть Вим Хоф установил тогда рекорд практически 2 часа. Он находился во льду. Я больше в конечном итоге провел во льду. Один из мировых рекордов. Это один из мировых рекордов как раз нахождения. Вот. Но лед не таял. Вообще, то есть через 1,5 часа у меня нахождения не растаял ни один кусочек. И я тогда фактически понимаю, что все. Во-первых, мне уже очень некомфортно. А самое интересное, что у меня есть определенные техники, которые позволяют входить в определенные трансовые состояния. То есть в них я уже могу, скажем так, немножко на другом уровне взаимодействовать с окружающим миром. И как раз вот в начале эксперимента я себя в это состояние ввел. И меня туда вывел врач. Вот, на 45-й минуте где-то испытания вывел. Почему? Потому что организаторы не понимали, что происходит. Ну, собственно, да, то есть нечто погрузилось в лед. А где шоу? Не-не-не, сидит тело, не шевелится, да, и синеет. Вот, и не подает признаков жизни вообще. Поэтому они вызывают. Ты должен топить лед, а вроде как бы сам замораживаешься. Поэтому они вызывают скорую помощь, приезжает врач. Вот, и, собственно,
Благодаря этому я знаю, что человек может жить при очень низкой температуре тела. Потому что он измерил мою температуру, она была 26 градусов. Вот, то есть считается смертельным 34 градуса. Ну, Вот, да, да, то есть температура моего тела на тот момент была 26. Вот, это причем он, ну как сказать, зрачки там посмотрел, давление измерил, пульс пощупал, говорит, у него все остальные показатели в норме. Просто температура Да, тела. поэтому, говорит, единственное, что у него температура ниже, чем норма. Да? Он мне задает вопрос. Отморозился. Он задает мне вопрос, ты готов продолжать? Я говорю, да, я готов продолжать. Вот и оно продолжилось. То есть вступал в контакт. Снова я там продолжил, еще 45 минут проходит, я смотрю, лед не тает, я понимаю, что все, я не понимаю, что мне дальше делать. Я отработал все свои техники, которые я знаю на тот момент. Еще раз, вот я был на пике своей формы. Но одно из условий этого испытания, мои подписчики подогнали, я должен был через 1,5 часа начинать читать Мцыри наизусть. Такая большая поэма Лермонтова, да. Вот, поэтому это заняло какое-то время, пока я его читал. Про демона. Там, да, в общем, когда я завершил читать, я посмотрел, а льда уже нет. Вот. И смотрю на термометр, он просто ползет вверх, собственно, шкала. Да? Вот. И она очень быстро нагревается, вода, до 12 градусов. Мы когда посчитали, то есть что для этого необходимо, мое тело должно было вырабатывать 2,5 киловатта мощность тепла. Да? В обычном состоянии мы вырабатываем 100 ватт. Да? То есть фактически в 250 раз увеличилась мощность моего тела, либо произошло что-то другое. Да, вряд ли я вырабатывал тепло. То есть какие-то другие процессы произошли. И естественно, это сделал не я. Да, то есть я еще никак этим не управлял. И тогда пришел вопрос, а что это было? Правда, вот что это было, потому что, оказывается, я ничего не знаю ни про человека, ни про окружающий мир и как это взаимодействует. И тогда снова приходит мысль, слушай, если ты сейчас разберешься, что это было, ты будешь делать такие крутые вещи, да? Такие крутые шоу будешь делать, и ты просто на этом тогда куш сорвешь. Естественно, я начал искать, то есть я начал объединять, комбинировать все свои техники. Дыхательные, мышечные, медитативные, и однажды я нашел. То есть вот то, что произошло. Я искал очень прагматическую технику для разогрева льда, а нашел, по сути, некий ключ к управлению реальностями. Да. То есть сейчас я это и делаю. Да ладно, хочешь сказать, да как так-то? Потому что дальше я начал делать такие вещи, которые, в принципе, недоступны пониманию. Да? Был 12-й рекорд, это здесь вот как раз в Якутии, в Хамустахе, по-моему, поселок называется. Так, там есть частный аэродром. Вот меня подняли на самолете на высоту более 4 километров. И, собственно, вот в этих вот шортах. Выкинули. Да. Причем мимо аэродрома. Потому что потом, когда показывали новости мне, да, то есть поисковая экспедиция была. А в Якутии какие поисковые экспедиции? Они все равно поедут там, где расчищено. Да, ну, то есть все там тундра, поэтому, соответственно, только по дороге. Вот они проехали, меня не нашли, естественно. Оно происходило как? То есть поднимается самолет, и на каждой высоте там группа парашютистов выпрыгивает. И я должен был выпрыгнуть последним, с самой большой высоты. В общем, приближается первая. Да. Приземляется первая группа, приземляется вторая группа, а в третьей группе было 4 человека. Ну, то есть 3 камеры, то есть сверху, снизу, и один рядом со мной, для того, чтобы отснять со всех ракурсов это. Там, да? Да, вот. Ну, то есть приземляется 2 парашютистов, приземляется самолет, меня и инструктора нет. Вот. А что у нас происходит? Ну, то есть, опять же, ввел себя в определенное состояние, да, и когда меня выбросили. И когда парашют раскрылся, да, все, я из этого состояния вышел, дернуло, соответственно, из этого состояния вышел. И инструктор спрашивает, слушай, ты аэродром видишь? А я понимаю, что белым-бело у меня, да, ни жилья, ничего нет, у меня просто белый снег. Да. И мы падаем прямо сейчас вот куда-то, где нет жилья, а я в шортах в одних. У меня, я в одних шортах, зима на улице. Ну и, собственно, я говорю, спрашиваю, что можем в этой ситуации-то сделать? Он говорит, я могу какое-то время зависнуть и поймаем там ветер, куда отнесет. Ну и, собственно, хорошо, какие у нас варианты? Давай пробовать. Ну все, и спланировали, все, смотрим, там село какое-то. Ну где-то примерно около километра от ближайшего дома приземлились. Вот. Ну и, собственно, зима.
село в Якутии. Да. Я сейчас просто представляю, я представляю там вот это вот состояние тех людей, которые там находились. Людей, которые там находились. Я открываю дверь, а там парнишка стоит, ну лет, наверное, 11-12, и он просто замирает. Ну, правда, Якутия, зима, мне голый мужик заходит с улицы, незнакомый причем. Ну, понятно, что они там все друг друга ведь знают. А здесь мне вот заходит какой-то русский непонятный человек. И, собственно, непонятно зачем. Вот он стоял минут 5, он стоит, я стою, он стоит, я стою. Раз он отходит такой, и это все убегает, все, взрослые приходят, тоже такие встали. А потом смотрю, у меня зашевелилось, ну там реклама отошла, что да, будет прыжок, и они сопоставили. Все, вот оно что. Да. Вот, поэтому не сразу же там мне кипяток, мне там газ включили, чтобы я отогрелся, включили машину. Отогрели. Нет, ничего не отморозило. В общем, и отвезли меня на аэродром. Приезжаем на аэродром, а там тишина. Ну, правда, нет никого. Ну да, уже практически похоронили у вас. Ну, типа, ну они там в шоке. Ну, все же понимаешь, что всем прилетит. Ну, они же как бы поддержали этот проект, там, министерство, да, там, аэродром, там, парашютисты, все же там организаторов много, да, и, соответственно, сейчас все уже там просчитывают, что им за это будет, да, и вот я выхожу такой из машины, все иду, мне, ну, пустота, мне нету никого, машины стоят там поодаль, и тут смотрю, у меня вот эти все машины раскрываются, и такой народ выбегает, радостный мне подбегает ко мне, вот один из якутов мне, вот правда. Очень сложно иногда бывает у них эмоции считывать. Вроде как бы улыбается, а эмоций как бы нет. А тут я видел впервые вот эмоции мне радости на лице якута. Мне казался руководитель страховой компании, который застраховал мой прыжок. Да, все сразу же в одеяло, мне там, да, там рюмку, мне, в общем, все нормально. Здесь в Якутии вообще на самом деле у меня очень много таких интересных историй. Потом на следующий год же я поздравлял супругу с Днем Святого Валентина на 14 февраля. Так. Поэтому здесь, в Якутске, 203-й микрорайон, там река Лена, вот этот вот городок ледовый, и там сердце сделали, выдолбили. Да. Вот, и меня там заморозили, собственно, в этом сердце, его видно с высоты птичьего полета. В общем, такая крутая Валентинка. Ну, с супругой редко вижусь, поэтому ну, каким-то способом пытаюсь хоть как-то передать свои ощущения, свою любовь. Да. В чем фишка-то была? Попросил организаторов купить баллончик с краской, ну, написать там «Ирина, я тебя люблю», там сердце нарисовать. Да, краска. Мой супруг тоже Ирина. Отлично. Написать. Вот, все, приезжаю в день 14 февраля, то есть все испытание, все готово, у меня там МЧС, все хорошо, он дает мне баллончик с красной крышкой, а смотрю, точка черная. Черную краску, поэтому такой некровок получился. На сердце, в общем, меня там захоронили черной краской, собственно, было написано. Вот в этом сердце я был без дыхания порядка 13 минут. Ну, меня же с головой заморозили. Да. Ну, то есть засыпали снегом и одновременно заливали водой. И было что-то минус 35, поэтому он мгновенно как бы схватился. Да. Ну, и вот там я пробыл 13 минут. Ну, там все-таки не настолько как бы схватывается, то есть там какой-то слой, естественно, его можно проломить, они меня как бы МЧСники вытащили. Потом. Вот, да, ну и, собственно, тащили, ноги не сразу шли, через какое-то время ноги пошли, поэтому уже пошел сам, но сколько-то я не мог еще вдохнуть. Ну, то есть я пытался сделать вдох, а у меня не получалось. И тут такая паника прямо, я же понимаю, что нужно дышать, причем у меня нет какого-то дискомфорта. Нет какого-то дискомфорта, но есть какая-то вот паника, ну, нельзя, да? Надо дышать, а я пытаюсь и не получается. Вот. Ну и, собственно, с этого момента начались уже более крутые испытания. Я начал понимать, что человек — это не то, что он о себе знает, да? Фактически ничего о себе это не знает. Здесь. Да, и я как раз начал показывать, что можно делать вот то, что выходит вообще за рамки понимания и возможностей. Ну, то есть это не совместимо с жизнью вообще то, что я делал дальше. Да. Вот. Так, ну, собственно, все, пошла. Больше у нас уже готов. А теперь пошла уха. Рыбка. Да. Ох, что-то. О, все. О. Все, и ждем. И ждем.
Ну, собственно, Помощнее будет. теперь у нас некая финальная часть. Я сейчас продолжу свою историю, но у нас же сейчас очень важный момент приготовления, да, мы же якутское блюдо готовим, ухо-борщ по-якутски, да? Соответственно, есть определенные ритуалы, хотелось бы, да, поэтому обязательно сыграть ритуал. Ну все, духов мы накормили. Класс. Да, осталось Аплодирую стоя. некий финальный этап. Еще буквально несколько минут. И у нас все уже будет готово. И у нас, собственно, да, останется сделать первое, второе и десерт. И десерт еще будет. Еще и десерт будет по-якутски, да? Слушай, а вот твой псевдоним. Псевдоним. Да, псевдоним, да. С чем связан? Сад, правильно? Сад. Сад мне пришло это имя, когда я был на Эльбрусе. Вот. Я не знаю, каким образом это произошло, но вот когда с Эльбруса я спустился, вот прямо, что вот это вот ощущение, какое-то воспоминание, что ли, что меня зовут Сад. Не сразу взял это имя. Кстати, я себя впервые вот уже обозначил, что я Сад, это как раз вот когда меня из снега откопали вот 23 декабря с утра. Вот, тогда уже все, я начал заявлять себя как Сад. Многие там подписчики, ты что там сатанистом заделался, да? Что это, про сатану что-то? Да. И мне самому даже стало интересно, про что это. И я набрал в интернете, оказалось, это на санскрите значит вечный. Вечный. Да. Собственно, что ты пропагандируешь? Что я сейчас пропагандирую, да, вечную молодость, бессмертие, собственно, через свои испытания я это и изучаю. В какой-то момент мне даже удалось помолодеть на 15 лет через собственные техники. Бенджамин Баттон. Да. Обратно. Вот. Сейчас периодически, правда, немножко откатывает, то есть не удается пока постоянно как бы удерживать, но зато я могу это быстро снова делать. Я теперь внешность как одежду одеваю. Ну, то есть, если я заметил, что, как сказать, в зеркало на меня что-то там смотрит такое не сильно юное, я всегда могу это достаточно быстро поменять свою внешность. Вот. Даже, это как раз результат. Даже так. Ну, многие факты, которые вот ты сейчас рассказываешь, это реально, ну, скажем так, документальное видео подтверждено, да. Но многие вещи, ну, сложно же поверить. Ну, еще раз, в какой-то момент я начал изучать, да, и демонстрировать, собственно, вот эти вот абсолютно нереальные какие-то возможности человека. Еще раз, 19 января мне ставят котел с концентрированным соляным раствором. Да. Он охлаждается там до минус 10 градусов. Я там играю на варгане. Я провел 7 минут. Но это привело к повреждениям. Собственно, тогда я остался без ног фактически. Ну, мягкие ткани были уничтожены на ногах. Вот. Я впервые тогда регенерировался, ну то есть за 2 дня, потому что мне не было времени, я ехал как в терминале, да, включен дополнительный источник питания. Да, что-то типа этого. Вот. Но это же не самое там большое повреждение, которое я получил в дальнейшем, потому что дальше была вот эта вот Валентинка в Якутске, и из нее я уже поехал, собственно, в Калининград в жидкий азот, да. Итак, 8 марта, Международный женский день. Да, естественно, я читаю стихи Есенина о любви. У меня в руках роза, но при этом я нахожусь в жидком азоте. Да, роняю розу, она разбивается вдребезги. Вот это вот красиво. Ну, условно, потому что я прекратил это испытание. В какой-то момент я прямо, как сказать, что-то пришло осознание, что нужно себя вот потрогать. Я трогаю, я понимаю, что моего тела как бы нет. Ну, то есть живота нет, там кусок льда, спины нет, кусок льда. Ну, то есть я проморожен насквозь, получается. Вот, я прекращаю испытание через 30 минут с момента его начала. Там был даже не страх смерти, это был страх стать бессмертным в половине тела. Непонятно, зачем оно тогда. Да, ну, потому что лишаешься всех радостей жизни, и, собственно, вот этот страх пришел, стать инвалидом, да, бессмертным инвалидом. Поэтому, ну, вот как-то это испытание тогда завершилось. Вот, и когда жидкий азот начал отходить,
это не как вода. Вода долго отмерзает, и жидкий азот он мгновенно отмерзает, он прямо начинает как бы парить, и когда он прямо начинает парить, я засовывал руку прямо туда вовнутрь себя. В общем, я себя там обмотал как смог, добрался до дома и потерял сознание, без сознания был 3 суток. Вот, когда я очнулся, мое тело уже не растекалось, оно уже было плотным, но оно было превращено в шрам. У меня даже в соцсетях и есть, как это происходило дальше, как происходила регенерация. То есть вот это вот, оно как будто через мясорубку его пропустили, у меня, вот этот вот шрам. Вот. И потом вот я каждую неделю делал фотосессию, да, и оно вот исчезало. Даже потом начинали прикалываться с подписчиком, на что похоже. Вот в последний момент это было очертание Австралии, мне, да, и какая-то собака. Может, какая-то австралийская собака, я не знаю. Но, в общем, это вот последние какие-то были штрихи. Фактически все ушло, кроме одного места. До сих пор у меня шрам этот существует. Ну, скорее всего, потому что уже делал на этом месте операцию. Моя плоть настолько быстро регенерировалась, что часть мертвой ткани осталась в районе почки. Вот, поэтому пришлось вырезать, причем делал я это простыми способами. Все, что нашел у супруги в маникюрном наборе. Ну, то есть это щипчики для бровей и маникюрные ножницы. Вот этим я, собственно, разрезал себя щипчиками и все это чистил. Ну, вот таким образом была сделана операция. Это тоже есть фотоотчетные. То, что, как ну, я знаю, что это как бы это факты все. Да? Вот, ну и, собственно, дальше начались эксперименты. Меня хоронили на 3 суток, пропускали ток 1 миллион вольт. Вот, да, то есть забавная такая тоже ситуация. Кстати, она пошла тоже из Якутии. Здесь в Чурапче живет Нургун Филиппов, собственно, изобретатель вот этого генератора молнии. Да. Вот, собственно, вот эту тему, что через электричество можно получить молодость, именно он начал двигать. Ванной, да. Я видел и, собственно, вот мы у него эти чертежи взяли, и мы создали генератор молнии и сделали такой аутентичный электрический стул. Ну, видео уже должно быть красивое, шоу уже, да. Мы же не забываем, что всегда это шоу. То есть помимо того, что я транслирую какие-то возможности, это должно быть еще красиво. Ну да. Да. Ну, показать, чтобы показать красиво. Не просто так ну сделать, и, соответственно, да, сделали электрический стул, и вот на этом электрическом стуле мне вот этот вот 1 миллион вольт был через меня пропущен. Вот чувствовал себя Зевсом, знаешь, вот наводишь палец, и оттуда летит молния. Да, молнии из меня летели. Тимофей Баженов, это «Так устроен мир», он вот этот, в своей передаче использовал вот именно вот этот вот сюжет, как из меня молнии летят. Да, ну это красиво, конечно, смотрелось все очень. Вот, а дальше было испытание с так называемой автономией, это когда ты не ешь, не пьешь. Да, у меня 50 дней. 21 год был, я 2 раза по 50 дней не ел, не пил, и 3 раза по 25 суток. Вот, ну, собственно, это 175 суток в году я провел без еды и воды. Очень экономно. Да, очень экономно. Да, поэтому, ну, в общем... А сейчас, скажем так, уже это не столько даже вот интересно, все вот эти вот испытания. Поэтому сейчас я вот в Якутске просто гуляю. Да, уже нет необходимости вот так вот, да, нет какой-то необходимости что-либо уже доказывать, демонстрировать. Вроде я все уже показал, поэтому, ребята, вы это тоже можете, да. Ну, сейчас я наслаждаюсь уже вот, собственно, вот этим. Ухо-борщ у нас как бы готов, теперь осталось из этого сделать первое, второе и десерт. И десерт. Ну, вот, поэтому из этого мы сейчас готовим второе блюдо. Делается оно очень просто. Рыбка. Мы достаем оттуда рыбу и мясо. Вот, собственно, это у нас второе. Это второе. Это получается первое. Это первое. А сейчас мы будем делать десерт. Делается тоже это все очень просто. Ну, собственно, этого достаточно. Вот. Так, да. И делается это следующим. Давай вот на камеру ближе. Да. Ага, вот. Ну, собственно, вот тут опять же такое приспособление нашел. Ну, в общем, принцип понятен, да? Понятно, да. То есть вот мы это сделали. Так, немножко мы... Это что у нас? Это у нас конина, да? Соответственно, вот ложку. Так. Вот мы добавляем это в наш десерт. Добавляется, собственно, в супчик. Да? Ну, тут у нас, наверное, много. Можем сюда тоже добавить. И получается десерт.
Да, ну, в общем, как-то так. Потом это все красиво сервируется. Хотя, зачем нам в тудре красиво что-то сервировать? Ну, нам торопиться надо. Да, и делается на следующим образом, да? Ну вот, собственно, Я бы взял бы мясо. да. Ага. Вот, ну, вот естся оно вот так вот. А, вот так. Да, Приятного аппетита. спасибо. Как получилось? Очень вкусно. Просто вкусно, да? Расскажи, пожалуйста, может быть, поделись своими планами, мечтами, ну и традиционное пожелание для наших телезрителей. Да, я, наверное, даже сейчас обращусь, потому что, ну, вдруг кто-то услышит, там, чиновники или спонсоры, да, ну, тем более, все-таки у нас программа новогодняя, да, в Новый год принято загадывать желания, пусть это как раз будет моим желанием на Новый год. У меня есть две в данный момент нереализованных мечты, которые очень хочу реализовать. Вот в данный момент вообще я путешествую по Арктике, то есть Якутия это часть этого путешествия. После Нового года я планирую поехать в Коми, это Воркута, да. Ну и, собственно, побывать фактически во всех вот регионах нашего севера. Но хочется на север дальше, да. Вот мечта побывать на Северном полюсе, причем не на ледоколе, да, а именно, скажем так, каким-то по-настоящему мужским способом, да, на собачьих упряжках или там на лыжах, ну, в общем, как получится, да. Ну и, собственно, есть вторая уже великая мечта, которая действительно покажет, наверное, божественное происхождение человека. Я хочу выйти в открытый космос без скафандра, показать, что человек может не погибнуть в таких обстоятельствах. Поэтому, да, сейчас это такое, скажем так, понимаю, что звучит очень дико, да, но до сих пор ведь все, что я делал, тоже звучало скажем так, дико. Все, что ты рассказал, это все дико. Поэтому, Невероятно. да, на одну минуту как бы выйти и перестроить свой ум именно на такую ситуацию, чтобы он поверил, что он может в этом существовать. В общем, вот такая вот мечта, я к ней иду. А до этого момента, ребята, приглашайте на север, северные города. Я с удовольствием к вам приеду, тем более во время своего путешествия я помогаю парализованным людям подняться на ноги. Здесь, в Якутии, тоже есть человек, с которым я взаимодействую. У нас уже есть результаты. У него сломана как бы шея, он не шевелил полностью своими ногами. Нам удалось вот на второй день уже, собственно, сделать движение ногой. Сейчас он это закрепит, и следующий шаг — это я поставлю его на ноги уже. Поэтому, ну, вот Ты еще и целитель. Да, я еще и целитель, есть такой у меня статус, вот, и, скажем так, я взаимодействую именно с парализованными людьми, поэтому, чтобы, ну, сразу отсечь ненужные обращения ко мне, потому что вот помоги с этим, помоги с этим, помоги с этим, не занимаюсь, да, но есть парализованные люди, особенно сейчас, которые находятся на маршруте моего путешествия, вот постараюсь помочь всем, кто обратится. Ну что ж, друзья, очень интересный собеседник. Мы могли бы общаться, но, к сожалению, эфирное время не резиновое. У нас сегодня был в гостях Олег Рязанов, экстремал. Олег, спасибо тебе большое. И тебе спасибо, что пригласил. Как говорится, жму руку, а я Петр Цепандин, программа «Просто вкусно». С Новым годом, друзья! Берегите себя, будьте здоровы и мирного неба над головой. Все будет у вас уха-борщ. Пускай будет у вас уха-борщ в жизни. Уха-борщ. Ну, он вкусный.